Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон подписал ряд законов, в том числе законы о всеобщей воинской обязанности и военной службе, о подготовке специалистов с учетом требований рынка труда, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о защите прав потребителей. Закон Республики Таджикистан о всеобщей воинской обязанности и военной службе определяет порядок воинского учета, призыва, прохождения службы и других сфер военной службы. Закон также предусматривает военную службу в рамках призывной кампании, согласно которой граждане призывного возраста освобождаются от военной службы на добровольной основе путем проведения ежемесячных военных сборов и выплаты определенной суммы, размер которой будет установлен правительством Республики Таджикистан. Согласно поправкам, набор на службу в системах судов, прокуратуры, таможни, государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией, а также в исполнительных органах предусматривается набор граждан для работы в этих органах после прохождения военной службы. Подписанные законы направлены на развитие рынка труда, защиту прав потребителей, укрепление обороноспособности страны, но и, несомненно, улучшение жизни народа. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан отметил: с учетом сложной ситуации в сегодняшнем мире мы и в дальнейшем должны трудиться так, чтобы быть готовыми к любым возможным проблемам и чтобы народ не испытывал нехватку пищевых продуктов. С целью обеспечения продовольственной безопасности страны руководство напутствовало стремиться удовлетворять потребности страны в большинстве сегментов продовольственных товаров путем увеличения внутреннего производства, и для этого дихканам будут предоставлены самые различные льготы. В соответствии с анализом, среднее годовое развитие производства сельскохозяйственной продукции в течение периода с 1997 по 2020 годы составило 7,3%, а его объем в этот период увеличился в 5 раз. Льготы, предоставленные для развития сфер животноводства, птицеводства и рыбоводства, дали серьезный импульс развитию упомянутых сфер. Например, в 2020 году количество птицеводческих предприятий достигло 181, и по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,7 раза. В 2020 году производство птичьего мяса по сравнению с 2017 годом увеличилось в 4,5 раза, а производство яиц составило почти 1 миллиард штук и увеличилось в 5,5 раза. Количество рыбоводческих хозяйств в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 35%, а выращивание рыбы в сопоставимый период увеличилось в 2,3 раза. Импорт мяса в страну с 10 700 тонн с 2014 года сократился на 180 тонн в 2020 году, то есть почти в 60 раз. Объем импорта куриного мяса в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократился более чем в 3 раза. В 2020 году по сравнению с 1991 годом производство зерновых увеличилось почти в 5 раз, картошки в 7,7 раза, овощей и бахчевых культур в 4 и фруктов в 3 раза. В период независимости с целью развития сельскохозяйственной сферы, в том числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоения новых земель, улучшения мелиоративного состояния земель, обеспечения сельскохозяйственной сферы необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к финансированию, были реализованы 22 государственных инвестиционных проектов на сумму более 5,4 миллиарда сомоней. В настоящее время в стране осуществляется еще 7 других проектов на сумму 2,4 миллиарда сомоней. В рамках реализации отраслевых программ площадь садов и виноградников страны достигла более чем 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше в 2,2 раза. Другими словами, в период независимости в стране было создано более 112 тысяч гектаров новых садов и виноградников, что сыграло заметную роль в защите продовольственной безопасности, обеспечении населения рабочими местами, развитии экспорта и обеспечении сырьем пищевой промышленности
промышленности. И в дальнейшем увеличение производства сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших задач, и поэтому необходимо обеспечить эффективное использование земли и поливных земель, инновационных технологий и развитой агротехники, наряду с этим и создание интенсивных садов. В связи с этим руководители областей, городов и районов, дихканских хозяйств, каждому земледельцу и каждой семье необходимо обеспечить эффективное использование земель, заготавливать и использовать высококачественные семена с тем, чтобы получать до 3 урожаев в год, в том числе в текущем 2021 году. Результаты самоотверженного труда земледельцев и осуществленных правительством мер сегодня мы видим в изобилии продукции собственного производства. С учетом сложной ситуации в сегодняшнем мире мы и в дальнейшем должны трудиться так, чтобы быть готовыми к любым возможным проблемам и чтобы народ не испытывал нехватку пищевых продуктов. С целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании к Маджлиси Оли предложил освободить земледельцев на 1 год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. Правительству страны необходимо принять меры для возмещения источника данного налога. Наряду с этим Министерством сельского хозяйства, финансов, экономического развития и торговли, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом, по земельному управлению и геодезии необходимо принять решительные меры для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в сферу организации логистических центров и налаживания в соответствии с международными стандартами качества переработки, упаковки и экспорта сельскохозяйственной продукции. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвах. Новости. Уважаемые телезрители, напоминаем, что сегодня вечером в 19 часов 30 минут по всем телевизионным и радиоканалам страны будет транслироваться послание президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, об основных направлениях внутренней и внешней политики страны. Мы продолжаем выпуск. Сегодня в здании Национальной библиотеки Таджикистана состоялось заседание общенациональной платформы в оценке рисков множественных опасностей в республике. В работе этого заседания принимали участие руководители и представители министерств и ведомств, таких как Главное управление геологии при правительстве Республики Таджикистан, Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук, Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикистан, Академия наук, Государственный комитет по земельному управлению и геодезии, Агентство мелиорации и ирригации при правительстве Республики Таджикистан, Министерство финансов, а также послы и главы международных организаций, аккредитованные у нас в республике. В ходе заседания обсуждались вопросы по осведомленности о потенциальных текущих возможных рисков стихийных бедствий, а также улучшение работ по управлению рисками стихийных бедствий и планирование совместных дальнейших действий в этом направлении. Общенациональная платформа оценки стихийных бедствий в республике позволит укрепить национальный и местный потенциал, облегчить обмен знаниями между различными заинтересованными сторонами. Коротко о зарубежных новостях. 6 человек погибли, несколько пострадали в результате утечки жидкого азота на птицефабрике в штате Джорджия. Об этих и других зарубежных новостях далее мои коллеги. Практически во всех странах мира не одобряются близкородственные браки или вовсе находятся под запретом, ведь в результате таких союзов могут появиться нездоровые дети. Ученые доказали, что малыши, рожденные от близкородственных браков, в большинстве своем отстают в умственном развитии. Многие, к сожалению, погибают еще на ранних сроках. Практически во всех странах мира не одобряются близкородственные браки или вовсе находятся под запретом, ведь в результате таких союзов может появиться нездоровое потомство. В Республике Таджикистан с 1 июля 2016 года вступил в силу поправки, которые были внесены парламентом Таджикистана в закон Республики Таджикистан о государственной регистрации актов гражданского состояния и в Семейный кодекс Республики Таджикистан. Данные поправки касаются запрета на заключение браков между близкими родственниками и обязательном медицинском обследовании брачующихся. علمی
Согласно действующему законодательству, все молодые пары проходят медицинское обследование. В случае выявления у кого-либо из молодой пары инфекционных заболеваний, он или она должны пройти полный курс лечения, и только после выздоровления им будет дано разрешение на заключение брака. Наибольшую опасность представляют рецессивные гены, несущие в себе скрытые признаки наследственных заболеваний. У людей, которые не являются родственниками, больше шансов произвести на свет здоровое потомство. Близкородственные браки – угроза рождения больного ребенка. Медицинское обследование является необходимым, так как будущий супруг и супруга должны знать о здоровье друг друга. Это позволит сократить количество разводов и избежать многих проблем. Молодые люди перед вступлением в брак должны проходить медицинское обследование, так как многие заболевания приводят к серьезным последствиям. Особенно такие заболевания, как наркомания, алкоголизм, инфекционные заболевания, психические расстройства, что может отразиться на здоровье будущего поколения. Угрозу от последствий этих заболеваний легче предотвратить, чем потом искоренить. У потомства родственных браков могут возникнуть такие тяжелые заболевания, как гемофилия и болезнь Тея-Сакса, которая обусловлена тем, что дети не доживают до 5-летнего возраста. Это еще не полный перечень заболеваний, появление которых провоцируют родственные браки. Действующее законодательство страны помогает избежать необратимых последствий. Шахлубердиева, Дильшоди Хушвах, телевидение Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу, о развитии событий на нашем канале, как обычно, в вечернем итоговом выпуске программы «Ахбор». Спасибо за внимание.